Привет, наши маленькие зрители, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Ряник», программа для тех, кто учит татарский язык. Учим мы его вместе с вами и героями наших программ. А сегодня у нас в гостях семья Магдановых Марсель вместе с мамой Юлией. Здравствуйте! И, конечно, семья Сингатулиных Рави и его мама Гульнас. Приветствуем и вас! Давайте знакомиться с нашими мальчишками. Марсель ведет активный образ жизни, любит петь, танцевать, заниматься спортом. Внимание, освоил позу лотоса из йоги и подтягивается 5 раз. Занимается в вокальном ансамбле «Карамельки». Вместе с коллективом принимает участие в различных конкурсах, ходит на студию звукозаписи, активно, творчески развивается. Марсель занимается также футболом. Он очень любит проводить время со своей младшей сестренкой, с которой почти каждый вечер устраивают для мамы и папы театральное и цирковое шоу, в которых Марсель больше всего любит быть фокусником. Любимое занятие – веселить людей и пародировать рекламные ролики. Марсель, ты очень разносторонний человек. Ты любишь и творчество, и футболом занимаешься, и фокусы показываешь. Как ты все успеваешь? Расскажи. Мне мама подсказывает, как делать быстрее. Чтобы все успеть, да? Ну а что тебе из этого нравится больше? Петь, заниматься спортом? Петь. Петь. А почему? Потому что я люблю очень красиво петь. Это очень здорово. Поднимает настроение. Да, действительно, поднимает настроение. Юлия, а как вы видите будущее вашего ребенка? Я не хочу настаивать на каком-то определенном направлении, поэтому мы даем ему полную свободу выбора. И захочет заниматься спортом, будет спорт. Захочет что-то более серьезное, пожалуйста. Ну, в таком юном возрасте такое количество занятий устает? Устает. А как справляетесь Но с мы усталостью? успеваем разряжаться. Ну, пение все-таки это не такая нагрузка, это поднимает настроение. Он любит ходить на концерты, и от этого он не отстает. А другие занятия, мы стараемся побольше проводить времени с семьей, ездить отдыхать, в выходные куда-то выбираться. Ой, это очень здорово. Огромное вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Дальнейших вам успехов. И знакомимся с еще одним героем нашей программы. Его зовут Рави, что с арабского «горячее солнце». Он очень творческий, талантливый мальчик, и когда еще он был грудным ребенком и плакал, ему включали музыку, и он тут же успокаивался. Уже в 3 года пел песни из разных мультфильмов и знал все наизусть. И через некоторое время они познакомились с талантливым педагогом по вокалу Екатериной Владимировной и попали в группу «Карамельки». И так начался их творческий путь. Благодаря ей это участие в различных конкурсах, записи песен в студии звукозаписи, съемки клипов, участие в различных музыкальных проектах. И все это очень Рави нравится. Быть в движении, быть в центре внимания – это очень круто, считает он. Помимо вокала он также занимается спортивной гимнастикой и хореографией и имеет 2-й юношеский разряд. Участвует в различных фотосессиях для детских журналов. А еще он блогер. У него есть канал на Ютубе, где он публикует разные челленджи и тем самым набирает лайки всех пользователей. И, конечно, во всем присутствует творчество. И давайте взглянем на экран, там как раз один из роликов с Ютуба. Завтра будет продолжение, да? Ну, правильно? Все. Мы положили шоколадное молоко, обычное молоко, семена. И теперь мы это все перемешиваем. Не знаю, что сейчас будет. Смотрите, ребят. Дальше идем. Как будто, смотрите, раньше были вот так стояли, а теперь все же убирается. Рави, скажи, пожалуйста, давайте мы тебе сначала поаплодируем. Ты самый настоящий блогер. Скажи, пожалуйста, что ты делал вот в этой серии твоего YouTube-канала? Что ты изготавливал? Делал желе. Желе? Ну и как получилось? Да, А расскажи, пожалуйста, сколько у тебя подписчиков на твоем канале? 1000. 1000, миллионы скоро будут обязательно. Ну а сколько просмотров в среднем ты набираешь за каждое видео? 500. 500. И я тебе уверяю, что просмотры еще будут расти, потому что растешь и ты, растет твое творчество. А скажи, пожалуйста, чем тебе больше всего нравится заниматься и кем ты хочешь стать в будущем? Хочу стать гимнастом. Почему? Нравится. Нравится спортивная гимнастика тебе? У тебя есть 2-й юношеский разряд. А сколько медалей ты уже заработал? 3.
3 и все золотые или пока еще нет? Одна серебряная, И 2 золотых. да. Ты большой И молодец. одна шоколадная. И 1 шоколадная. Как здорово. Гульнар, расскажите, пожалуйста, куда он все-таки больше тяготеет? В спорт, творчество, в блогинг? Где? Рави такой мальчик, которому интересно вот везде. Он занимается гимнастикой, он прямо туда вникает, он уже там лучше всех. Занимается блогерством, он всякие идеи там придумывает, как лучше так сделать, как лучше так. Мама, давай так сделаем. Идеи разные у него. Мы с ним вместе сценарий пишем. И ему очень нравится еще фотографироваться, мы в разных проектах тоже участвуем. Вокал ему очень нравится. Вот Екатерина Владимировна, чем суперский педагог, тем, что она движет прямо детей вперед. То есть вот эти различные съемки клипов, разные звукозаписи мы ходим, записываем разные песни. Вот это все движение, вот это все детям очень нравится, Рави тоже очень нравится. И мы прям ей очень благодарны, что мы не стоим на месте, а прям идем вперед и развиваемся во всех направлениях. Ну, это очень здорово, у него очень большое будущее. Я вас поздравляю с этим и спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли. Мы познакомились с нашими участниками и пора начинать нашу программу. Тема сегодня «Подводный мир» Су Астаданьяса. В эфире первый тур программы «Бергаляп и Ряник». Правила его очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных предметах, явлениях, вещах, связанных с темой нашей сегодняшней программы, то есть с подводным миром. Ваша задача угадать, о чем они говорят. Вопросы мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. И первый вопрос. С кого начнем? С меня. С меня. Рави поднял первую руку. Рави, начнем с тебя. Внимательно смотрим на экран. С штуками, которые щипаются, и там может быть иногда яд, чтобы убивать добычу свою, которую он поймает. Оно бывает только на острове. Они бывают желтого, если они на солнышке, или красного, когда они пожаривают их. Из них они делают очень вкусные салаты. Для кресни он ущиплет веревочку и убежит. А если поймать его за глаза, тогда он не сбежит. А ты можешь его просто сварить или пожарить. Итак, Краб. почему краб? Клещи. Клешни есть, да? А ты когда-нибудь ел крабовое мясо? Ну, крабовые палочки ел? Ну как? Наверняка ел в салатах, да? Согласитесь, Гульнас? Не любит. А, не любит. И креветки не люблю. Ух ты. Тоже не любит. Но это был правильный ответ, это действительно краб. Я тебя поздравляю. Краб по-татарски «дингес косласа». Ну а мы продолжаем со второй командой. Марсель, внимательно смотрим на экран. Вот такие открываются, а потом, чтобы не взять, они стараются сберечь свои дела, и потом хлопаются. Она обитает в ракушках, и она спрятана там. То, что у моллюска во рту, он каждый раз это носит у себя. Она может быть немного фиолетовой, светло-фиолетовой или светло-розовой. Ее можно кому-нибудь подарить. Вот браслетик можно сделать, бусы можно сделать такой ободок, корона, можно в картину украсить. Итак, Марсель, как ты думаешь, что это? Это жемчужина. Жемчужина. А у твоей мамы есть браслет из жемчужины? Или ожерелье? Нет? Ну, я надеюсь, ты когда вырастешь, ей обязательно подаришь. Хорошо? Это правильный ответ, я тебя поздравляю. Это действительно жемчужина, а жемчужина по-татарски «энджебертеге». Продолжаем, Рави, с тобой. Внимательно смотрим на экран. Она мягкая, но его при этом не можно взять в руки. Это, например, вы пошли в Сочи, и там вы увидели ее. Она бывает грязная, и еще она бывает соленая, и еще бывает питьевая. И ее можно пить, мыться с ним, а потом плавать на нем. Но она только может быть прозрачной.
мама сказала, что она насморки заканчивает и болезнь заканчивает. Итак, Рави, Гульнас, что же это? Морская вода. Морская вода. Уверен? Ага, молодец. Это действительно Правильный ответ. правильный ответ, да, это то, что я хотел сказать, да, но не морская вода, а просто вода. 1 балл уходит в твою команду. Вода по-татарски су. И мы продолжаем. Марсель, внимательно смотрим на экран. Это такие, как бусинки похожи. Но это не бусинки, они такие, похожи на водоросли. Но это не водоросли, такие штуки. Это такие подводные камни. Такие почти камни, разноцветные, красивые, но очень твердые. Они бывают, например, на водопаде далеко-далеко. Они могут желтого и красного быть. Вот если туда ногу или руку там застрянет, можно даже поцарапать или порезать, потому что они очень твердые. Так, Марсель, Юлия, как вы думаете, что это? О чем шла речь? Наверное, это коралл. Почему коралл? Можно порезаться в воде. Похоже на водоросли. Похоже на водоросли. Совершенно верно, это правильный ответ. А коралл по-татарски будет мержан. Мержан, да. На очереди 5-й вопрос. Его мы играем с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки. А теперь слушаем задание внимательно. Рави, Марсель, слушай меня внимательно. Сейчас нужно будет обязательно видео досмотреть до конца, а потом, кто первый нажмет, тот и будет первым отвечать. Договорились? Ага. Внимательно смотрим до конца. Он какой-то серебряный. Это то, что лежит на дне воды. Они бывают разные формы, разные цвета. Они может быть где угодно. Вот есть такие большие и тяжелые, а есть маленькие, не тяжелые. Он может быть любой формы. Итак, о чем говорили наши дети? Рави был чуть быстрее. Ракушки. Ракушки. Это неправильный ответ, к сожалению. Давайте узнаем вариант Марселя. Марсель, как ты думаешь? Я тоже хотела сказать ракушки. Камушки. Тогда будет наш вариант. Ваш вариант камни. Камушки. Камень, камушки. Я принимаю этот вариант ответа, и он правильный. Это действительно камень. Камень по-татарски таш. И с небольшим отрывом в первом туре побеждает Марсель и Юлия. А счет вы видите на своих экранах. Ну а мы продолжаем нашу программу. Впереди второй тур. Прежде чем мы приступим ко второму туру нашей программы, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Марсель, как будет по-татарски краб? Косла. Косла, дингес косласы. Именно так. Рави, как будет по-татарски жемчужина? Энджи. Энджебертеге. Именно так. Марсель, вода. Су. Су, бикёхша. Рави, коралл. Мережен. Мережен, молодец. И, Марсель, тебе слово камень. Таш. Таш, совершенно верно. Мы начинаем второй тур нашей программы. В этом туре, уважаемые участники, прямо сейчас на экране появятся картинки. Их 9. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд. Как только 15 секунд пройдут, мы закрываем картинки цифрами, и я буду задавать вам разные вопросы. Запоминать готовы? Да. Вы готовы? Да. 15 секунд. Время пошло. Я уже все забыла. Время вышло. И пора задавать вопросы. Рави тянет руку. Давайте начнем с него. Рави, внимание, вопрос. Под какой цифрой, под каким номером находится жемчужина Энджебертеге? Так, Гульнас, можете помогать. В первом. Под номером 1. Да. Жемчужина Энджебертеге находится под номером 1. Да? Итак, открываем ячейку номер 1 и проверяем. Там ли жемчужина? Нет, это неправильный ответ, Рави. Марсель, тебе следующий вопрос. Где находится краб, дингес косласа?
5. Уверен? Открываем ячейку номер 5 и проверяем. Там находится краб, 1 балл в твою команду. Рави, где находится коралл, мержен? Гульнас, помогайте. Нам нужна ваша помощь. 4. 4, думает Рави. И, внимание, открываем. Там действительно находится коралл. Молодец. 1. Марсель, где находится вода? 8. Открываем ячейку номер 8 и проверяем. И там находится... Нет, это, к сожалению, не вода. Итак, на очереди 5-й вопрос второго тура. Берите, пожалуйста, игрушки в руки. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и будет первым отвечать. Где еще находится камень, Тош? Кто первым нажмет? Марсель был первым на этот раз. Итак, где Марсель? Юлия, помогайте. Давайте попробуем 3. 3. Открываем ячейку номер 3, проверяем. И там находится камень, Тош. Это правильный ответ. С небольшим отрывом пока лидируют Марсель и Юлия, но впереди еще 3-й тур, и, возможно, ход нашей игры поменяется. Мы продолжаем программу «Брегаля Пиряник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Краб, дингес касласа, жемчужина, энжебретыге, вода, су, коралл, мержен, камень, Тош. В 3-м туре нашим командам предстоит разгадать ребус. Ребус будет 1 на 2 команды. Разгадывать ребус мы будем с помощью наших игрушек, поэтому зря вы их убрали, берите их в руки. Внимание, задание. Сейчас на экране появятся 3 картинки, и все эти 3 картинки объединены одним словом, только одним, который мы сегодня выучили. И ваша задача угадать, какое слово их объединяет, и объяснить, почему. Сейчас появятся на экране 3 картинки, и у кого сразу вариант какой-то появится, нажимайте на игрушку, хорошо? Мамы могут помогать. Обязательно поможет. И как только вариант появится, сразу нажимаем. Рави. Так. Вода. Почему вода? Давай. Как каждая картинка связана с водой? Дождик – это вода. Дождик – это вода. Хорошо. Цветочки Дальше. надо поливать. Цветы. Цветы. Но на самом деле здесь изображены цветы, которые, наоборот, удерживают в себе влагу. А что это за магические 3 цифры? 997 килограмм на метр в кубе. Здесь предположение. Толщина воды. Не толщина, а плотность воды составляет 997 килограмм на кубический метр. Итак, твой окончательный ответ? Вода. Вода. Это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Ты большой, самый настоящий молодец. И пора подвести итоги нашей игры. В 3-м туре победу одерживает Рави вместе с мамой Гульнас. И в нашей сегодняшней игре побеждает Марсель и Юлия. Я вас поздравляю, вы большие молодцы. И несмотря на то, что кто-то победил, а кто-то нет, самое главное это то, что мы выучили сегодня слова на татарском языке. Всем участникам нашей программы мы дарим памятные подарки от телеканала Шаян ТВ. Это прекрасный блокнот. Я думаю, что в будущем, когда вы станете кто-то, возможно, спортсменом, кто-то ученым, будете записывать туда свои самые яркие, светлые мысли. Я вас поздравляю и огромное спасибо, что вы сегодня этот день провели вместе с нами. Наша программа подходит к концу. Совсем ненадолго мы с вами расстаемся, потому что очень скоро обязательно встретимся. До скорых встреч. Учите языки, никогда не забывайте свой родной. Пока-пока.